О самых заметных событиях четверга, 9 июня, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Золотая свая. В скором времени спортзал с тиром появится на территории Центра профподготовки МВД в Якутске. Сегодня забили первую сваю. Специалисты бьют тревогу. Болезни полости рта находят практически у каждого жителя Якутии, с чем связаны плачевные показатели. Кузница кадров, Алданский политехникум и Иркутский исследовательский технический университет подписали соглашение о сотрудничестве. Фестиваль современного искусства о территории Якутск завершился. Подведем основные итоги. Скорость, ловкость, сила и умение обращаться со средствами пожаротушения. Лучших пожарных спасателей выявили на соревнованиях в Якутске. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с замруководителя Федерального агентства лесного хозяйства Алексеем Венглинским. На встрече отмечены положительные итоги подготовки региона к пожароопасному сезону. В частности, Венглинский поблагодарил главу республики за выделение дополнительных средств из бюджета на содержание лесопожарных формирований и привлечение воздушных судов. Айсен Николаев, в свою очередь, выразил благодарность Рослесхозу за внимание, уделяемое нашему региону. Напомним, что в этом году федеральное финансирование на охрану лесов от пожаров в Якутии увеличено более чем в 5,5 раз. Это более 1,5 миллиардов рублей. Увеличение в 2 раза есть и по линии бюджета республики. В общей сложности направят около 2,5 миллиардов рублей. Также для искусственного вызывания осадков в Якутии после 10 июня будет базироваться самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон». Воздушное судно привлекут к тушению лесных пожаров. Кроме зондировщика, на днях в республику прилетит вертолет Ми-8 МТБ-1 авиалесоохраны. Воздушное судно будет перебрасывать парашютистов-десантников для прокладки минерализованных полос взрывным способом в труднодоступных районах. В случае осложнения пожарной обстановки в Якутию перебросят дополнительные силы Федерального резерва. Тем временем премьер региона Андрей Тарасенко поручил проработать варианты предоставления средств на реконструкцию аэропортов Алекминск, Нюрба и Черский. На совещании обсудили проблемные вопросы реконструкции аэропортов и пути их решения. Так, в Алекминске подрядчик находится в сложном финансовом положении. Выполнены работы по строительству взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки с искусственным покрытием. Объект готов наполовину. Что касается аэропорта в Нюрбе, общая строительная готовность там 15%. В Черском с апреля прошлого года подрядчик продолжает работы. На совещании Андрей Тарасенко поручил проработать варианты предоставления дополнительных средств на реконструкции этих 3 аэропортов. Между тем, в Якутске установили первую сваю спортзала с тиром для Республиканского центра профподготовки Министерства внутренних дел. В торжественной церемонии принял участие глава региона Айсен Николаев и министр МВД по Якутии Владимир Прокопенко. Подробности у Светланы Амосовой. Торжественная церемония установления первой сваи началась с традиционного обряда алгыз. Новое здание спортивного комплекса будет с площадью более 1,7 тысяч квадратных метров. В настоящее время на строительной площадке идут подготовительные работы. Очень рад, что в юбилейный для республики год столетия ЕАССР, мы и для нашего Министерства внутренних дел нашли возможность такой замечательный объект начать. И уверен, что, еще раз говорю, в кратчайшие сроки он будет завершен. И уже он, конечно, будет позволять повышать профессиональное мастерство всем сотрудникам правоохранительных органов. Еще раз всех поздравляю и очень рад, что это происходит как раз в преддверии Дня нашей страны, Дня России. Вот спортивного зала намечен на конец 2023 года. Строительство финансируется из госбюджета республики в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта на 2020-2024 годы. Всего из бюджета предусмотрено 176 миллионов рублей, в том числе 112 миллионов будут направлены в этом году. Благодаря современному спортивному комплексу курсанты и сотрудники, проходящие службу, смогут обучаться в комфортных, отвечающих всем требованиям условиях. Это дает нам возможность готовить свои кадры с республики, которые уже знают менталитет, обычаи нашего населения. И тем более у нас очень суровый климат, тем более в северных районах не все выдерживают
А местные ребята, которые там родились, приходят к нам на службу, проходят обучение, могут выезжать и работать на территории своей родины. Спортивный зал будет оснащен стрелковой галереей, комнатой для чистки оружия, спортивным и тренажерным залом. Ведь ежегодно в Центре профессиональной подготовки занимаются до 1000 сотрудников МВД и Росгвардии. Да, действительно, этот объект очень нужен нам. Сотрудники органов внутренних дел по Республике Саха-Якутия прибывают к нам для переподготовки. Здесь мы обучаем наших сотрудников по огневой подготовке, по физической подготовке и по остальным предметам тоже. Руководством уделяется большое значение профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних дел. Более того, сборные команды МВД ежегодно участвуют в соревнованиях республиканского, всероссийского и международного уровнях. Поэтому строительство такого масштабного спортивного комплекса является жизненно необходимым. Светлана Амосова, Джулус Инкентьев, Якутск. Современный путеводитель по Якутии презентовали в Москве. Издание предназначено для всех, кто интересуется нашей республикой или планирует путешествие в регион. Книга в деталях рассказывает о Якутии, истории и традиции, о главных достопримечательностях региона. Особое место в путеводителе занимают практические советы туристам. О том, где перекусить, в какой гостинице остановиться или, например, как добраться из Якутска в Итыккёль. Каждая страница, а их 275, украшена фотографиями и инфографикой. Читатель найдет в книге даже карты городов и деревень. Всего представлены 24 населенных пункта. От Тикси до Нерюнгри. Есть и информация о туроператорах. В какой-то мере я могу его назвать народным путеводителем, потому что очень много людей откликнулись и прислали фотографии из особенно отдаленных мест Якутии. Мы сделали, кстати, даже акцент на какие-то легенды, и такого даже в интернете не найти. Есть инфографики, которых тоже нет нигде, кроме как в этой книге. Составить свое впечатление можно, прочитав книгу. Она, кстати, в этот раз у нас подросла на несколько страниц. Вот она стала потолще, поинтереснее, и все-таки фотографии ее очень сильно украсили. Освоение Южной Якутии началось задолго до появления города Нерюнгри. Если посмотреть на старые советские карты района, то можно увидеть, что помимо жилых пунктов есть множество отмеченных картографами мест и названий уже несуществующих поселков, затерянных глубоко в тайге. Одним из таких мест является заброшенный поселок Лагерный, исследовать который отправился наш коллега Сергей Козюра. Так это седло от оленя, да? Нет, это от лошади. От лошади? Информации о Лагерном крайне мало. О нем нет даже упоминания в истории района. Старожилы путают это место то с горой Хрустальной, то с лагерем заключенных. В 1944 году геологи обнаружили здесь месторождение пьезокварца, горного хрусталя, который в то время применялся в электронной промышленности. Однако разработку месторождения начали лишь в 1956 году. Такой вот пневматический молоток. Работал он на сжатом воздухе. Это компрессорная станция, которая подавала давление в воздух, сжатый воздух по трубам в шахты. Затем работники брали вот такой отбойный молоток. Здесь вот у него ручки, правда, не хватает. К нему подключен шланг. Вставлялось сюда долото. Оно было длинное, где-то метра 1,5-2, наверное. И таким вот образом долбили. Интересна ситуация с названием поселка. На всех картах он значился как Лагерный, а вот в геологических статьях о месторождении он указан как Малый Неход. Протекающий же поблизости ручей носит название Малый Наход. Происхождение этого слова узнать не удалось. Ни в одной из указанных вариаций оно не встречается ни в эвенкийском, ни в якутском словарях. День рождения города, да? В 1975 году. То есть вы понимаете, что еще до этого, в 50-е, тут уже полным ходом шли строительство добычи горного хрусталя. Кстати, вот здесь во многих местах по Южной Якутии. Но самый такой известный, это, конечно, Суантицкий. У нас тут тоже есть. Более подробно об истории поселка Лагерный и добыче горного хрусталя зрители телеканала «Якутия-24» могут увидеть уже сегодня вечером в новом выпуске «Испытано на себе». Сергей Козюра, Нерюнгри.
Идем далее. Вакцинация детей от ковида в рамках клинических исследований начнется с возрастной группы от 9 до 11 лет. Первые 16 добровольцев вместе с родителями уже прошли предварительный скрининг. Далее пойдет более младший возраст от 6 до 9 лет. Напомню, Минздрав России в январе одобрил клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи. А якутские стоматологи бьют тревогу. Кариес зубов у подростков региона достигает 96,5%, а у взрослого населения ситуация и того хуже. Кариес почти у 99% якутян. Одной из главных причин высоких показателей заболеваемости полости рта, по словам стоматологов, является неблагоприятный климат, рассказывает Мария Кардашевская. Принято думать, что здоровье зубов и предрасположенность к заболеваниям полости рта или ее отсутствие передается нам генетически. Но, как оказалось, это не совсем так. Стоматологи клиники СВФУ провели обширное исследование и сделали неутешительный вывод. Во всем виноват наш суровый климат. Заболеваемость кариесом у подростков региона достигает 96,4%, а у взрослого населения 98,7%. При суровых климатических условиях проблем возникает намного чаще, чем в тех регионах, где солнце светит круглый год. В солнечной погоде синтезируется в нашем организме витамин D. Кроме этого, погодные условия также влияют на нейрогенную систему, сердечно-сосудистую систему, желудно-кишечный тракт и все остальные соматические органы. И все это высвечивается, конечно же, в полости рта, потому что желудно-кишечная система начинается именно с полости рта. Конечно же, это не отменяет того факта, что за зубами нужен своевременный уход. Казалось бы, все просто. Чистить зубы 2 раза в день и раз в полгода ходить на осмотр к врачу. Но, как заявляют профессионалы, этого в современных условиях жизни недостаточно. Когда мы говорим о гигиене, чаще всего люди думают, что это заканчивается только на очистке зубов дома у себя перед раковиной, да? Но, к сожалению, есть еще и другая сторона, есть профессиональная гигиена. Профессиональную гигиену тоже нужно проводить каждый год, хотя бы раз. Если человек курящий, да, или есть вредные привычки, да, какими-то кофе, то в данном случае нужно более чем 1 раз. В распоряжении современных стоматологов есть множество методов своевременной диагностики и консервативного лечения. Достаточно приходить вовремя к врачу, и можно не бояться за здоровье своих зубов. Врачи заявляют, современная стоматология абсолютно безболезненна и безопасна. Если человек все же не смог вовремя обратиться к врачу и сохранить свои зубы, то и это не приговор. Современные врачи-ортопеды способны творить чудеса. Но после потери зубов, да, обычно люди обращаются к стоматологам-ортопедам, уже делает стоматолог-ортопед. Он там какие-то конструкции делает, или мостовидные несъемные, или же съемные протезы. Врачи уже давно сошлись во мнении, что от количества зубов в полости рта зависит не только красота, но и комфорт. Поэтому стоматологи неустанно повторяют: берегите зубы с молоду. Мария Кардашевская, Артем Алексеев, Якутск. Ну а выявить лучших стоматологов помогут соревнования. Впервые в Якутске прошел демонстрационный экзамен по компетенции стоматология ортопедическая. Сам экзамен проводят в республике с 2019 года по федеральному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта образования. Так, в период сессии в целом проведут 145 демоэкзаменов по 49 специальностям и профессиям среднего профобразования и 46 компетенциям WorldSkills Россия. В этом году участие в демоэкзамене в компетенции стоматология ортопедическая приняли 25 студентов Якутского медколледжа. Демонстрационный экзамен нужен для того, чтобы... сейчас мы смотрим, что наши ребята уже умеют делать протезы. Они уже, уже готовые специалисты. У нас эксперты, потенциальные работодатели.
Первых 100-бальников по ЕГЭ выявили в регионе. Сразу 8 выпускников показали высшие баллы по русской литературе. Это Олеся Котовщикова из 6-й школы города Томот, Мария Постнова из Ленского района, Виталий Красиков из Усть-Майского района, Дарина Андреева из Хангаласского улуса, Екатерина Якименко, выпускница Мирнинского района. И 3 представителей Якутска – Софья Бондаренко, Маргарита Шмыгина и Алина Капустина. Еще 3 100-бальника у нас по такому сложному предмету, как химия. Это Алина Шахмалова из Нерюнгри, а также Дина Малагулова и Назар Павлов из Якутска. Ребята первыми получат выплаты по 100 тысяч рублей. Алданский политехникум и Иркутский исследовательский технический университет подписали соглашение о сотрудничестве. Ректор вуза Михаил Корняков лично выступил перед алданскими студентами, так как сам является выпускником местной кузницы кадров. Продолжит Руслан Павлов. Студенты Алданского политехникума теперь могут рассчитывать на преференции в Иркутском национальном исследовательском университете. Между образовательными учреждениями подписано соглашение о сотрудничестве, а ректор вуза Михаил Корняков пообещал алданским студентам личное внимание при поступлении в Иркутский политех. Вчера мы подписали соглашение о сотрудничестве. В составе Иркутского политеха есть 2 техникума, геологоразведочный, машиностроительный, и мы продумали развивать сетевые формы взаимодействия. Ну, а также всегда выпускников Алданского политехника мы рады видеть в Иркутском политехе. И очень много профессий, и всегда земляков будем поддерживать. Корняков сам когда-то окончил Алданский политехникум и абсолютно уверен, что местный альма-матер по праву называют кузницей кадров, как минимум для дальневосточного региона. Ну, однозначно, наверное, примеры показывают и свой собственный, и очень много моих одногруппников сейчас занимают ведущие позиции в различных компаниях, и энергетических, и горных, и строительных. Специалист по превращению идей в результаты, так кратко говорит о себе ректор Иркутского политеха. Такая амбициозность – не пустые слова. Еще будучи студентом Алданского политехникума, Михаил Корняков был целеустремленным человеком, вспоминают педагоги. Он у меня отпечатался в памяти как нормальный, хороший, адекватный студент. Он всегда был такой упорный, все доводил до конца. Даже если что-то непонятно, он все доводил до конца. Вот эта черта у него была вот хорошая. На встрече с алданскими студентами ректор подчеркнул, что в вузе очень хорошо организованы прикладные науки и исследовательская деятельность, что в современных условиях меняющегося мира хорошая перспектива для отличной карьеры. Руслан Павлов, Алдан. В детском саду «Белочка» города Ленска торжественно посвятили детей дошкольного возраста в ряды эколят, молодых защитников природы. Педагоги и воспитанники подготовили театрализованную сказку о важности сохранения природных богатств. Постановка впечатлила как гостей, так и родителей. Ребята выучили стихи о природе, исполнили песни, ответили на вопросы представителей охраны природы, а самым значимым моментом для малышей стал значок, выданный экологами. В завершение посвящения дети вместе с родителями посадили во дворе детского сада деревья, небольшую рябину и березку. Это социальный, эколого-просветительский такой проект. То есть ребятишки посвящаются, они изучают природу, и он направлен, конечно, на общее просвещение ребятишек дошкольного возраста. Поэтому мы надеемся на тесное сотрудничество с детскими садами. Сейчас у нас мы «Белочку» посвятили, да, ребятишек, а вскоре мы будем уже посвящать «Солнышко», детский сад «Солнышко». Ну, ребятишки все живые, они, я так понимаю, в дальнейшем, возможно, вырастут экологами, возможно, будут какие-то еще решения, но начинать нужно с ранних лет. Фестиваль современного искусства «Территория Якутск» завершился. В течение недели якутскому зрителю показали более 20 постановок, провели десятки мастер-классов и лекций. Более 4000 человек сходили на театральные постановки в рамках «Территории». Остальные итоги фестиваля подведет мой коллега Александр Хавренко. В течение недели Якутск стал центром современного искусства России. В нашем городе проходил один из крупнейших фестивалей «Территория Якутск». Организаторы фестиваля постарались за эти 7 дней раскрыть как можно больше граней современного искусства для якутского зрителя. И, похоже, опыт оказался удачным. У нас была насыщенная программа из 7 дней. Более 20 мероприятий основной театральной программы показали за это время. Более 4000 человек посетили мероприятие. И мы невероятно благодарны за то, что есть такая возможность сегодня показать современное искусство в вашем регионе.
Моноспектакли, музыкальные драмы, современный балет, классический театр и еще много-много жанров и направлений современного искусства показали якутскому зрителю. И зрителю увиденное пришлось по душе. Мне удалось на открытии, на спектакле были. Очень понравилось. Это очень приятно, что у нас столица в Якутске проводит такие мероприятия. Ну, вообще как-то надо, чтобы искусство дальше развивалось. Конечно, современные формы, все это должно развиваться, и люди должны смотреть. Развитие самой культуры в городе, именно столице, оно поможет молодежи, так и остальным больше увлечься операми и так далее. Конечно же, многие зрители ждали встречи со звездами, и их ожидания были удовлетворены. Открывал фестиваль дуэт Сергея Чонашвили и Евгении Добровольской, а на закрытии выступила заслуженная артистка России, арт-директор фестиваля «Территория» Юлия Пересильд, которая осталась довольной тем, как прошел фестиваль, и высказала надежду, что эта территория для Якутска не последняя. Ну, в первую очередь для того, чтобы современное искусство ездило по стране в том числе, чтобы мы обменивались опытом, чтобы молодежь приходила в театр. Это тоже всегда, мне кажется, для этого фестиваля, который я очень люблю. Арт-директором-то я стала не так давно, а фестиваль-то я люблю очень давно. У вас очень театральный город. Я уже узнала о том, что очень много театров. Это раз. А во-вторых, прекрасное совершенно здание, красивое очень. Говорят, что очень много людей ходит в театр. Это не может не радовать. Территория Якутск закончилась, но культурная жизнь столицы не останавливается. Этим летом нас ждут еще множество событий: гастроли театров, фестивали, концерты и выставки. Так что, как говорится, следите за афишами. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Павел Пахомов, Якутск. Идем далее. В местности Усть-Хатын организуют палаточный городок на 1000 мест. Городские службы продолжают благоустройство в этнографическом комплексе Усть-Хатын. Там, напомним, 25 и 26 июня пройдет юбилейный праздник Эсэх Туймады. Идут начатые в мае работы по закачке и перекачке озер, откачке воды с заниженных мест. В июне в местности Усть-Хатын начали готовить подстанции и трансформаторы, ремонт электрокабелей. Отсыпка объездной дороги через Марху завершена. Кроме того, в этом году к национальному празднику Эсэх Туймады будет организован палаточный городок на 1000 мест для жителей и гостей столицы. Далее к темам спорта. Флаг 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» развернули на вершине горы Арарат. Якутские альпинисты совершили восхождение. Виталий Струк, преданный поклонник игр, следит за каждыми соревнованиями. 7-м международным спортивным играм «Дети Азии» он решил посвятить целую серию восхождений. Следующий подъем совершат на гору Казбек и затем на Эльбрус. Таким образом, флаг игр побывает на 3 вершинах. Восхождение на Арарат заняло 5 часов, высота 5136 метров. В группе было 3 человека. На Казбек альпинисты поднимутся 15 июня. С гор вернемся в наш регион. Соревнования по пожарно-спасательному спорту провели в Якутске. Приняли участие более 70 человек из 8 команд, представляющих Улус и столицу. Соревновались по 3 дисциплинам. Вместе со взрослыми на испытания вышли и подростки, воспитанники школ и вузов. Пожарно-спасательный спорт – дисциплина, в которой важны и скорость, и ловкость, и сила, и умение обращаться со средствами пожаротушения. Несколько раз в год пожарные со всей республики съезжаются в Якутск, чтобы принять участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту и определить, кто из них достоин представить республику на дальневосточном чемпионате. Вместе со взрослыми на этапы состязаний выходят и подростки, воспитанники школ и СУЗов, которые однажды пришли в секцию пожарно-прикладного спорта и поняли, что эта дисциплина им по душе. Занимаюсь я уже 5-й год, опробовал много разного вида спорта, но как-то у меня был физрук, предложила съездить попробовать на полигон, пожарно-прикладной спорт. Я согласился, и все, мне понравилось, я начал им дальше заниматься. Достижений, к сожалению, нету, но время показываю хорошее. Да, я буду поступать в пожарную академию Санкт-Петербурга. Не отстают от юношей и девушки, которые показывают хорошие результаты и берут призовые места как в республике, так и за ее пределами. Как, например, Татьяна Горикова. Я чемпионка Республики Саха-Якутия и призерка Дальнего Востока. Я уже занимаюсь 7-й год. В школе проходило объявление на набор в команду. И вот я решила попробовать. Пришла, мне понравилось. В дальнейшем я планирую поступить на вышку в МЧС.
Буквально через несколько дней лучшие из лучших по пожарно-спасательному спорту якутяне отправятся защищать честь республики на дальневосточный чемпионат. У нас это детско-юношеская команда Республики Саха-Якутия. Они готовятся к дальневосточным межрегиональным соревнованиям, которые у нас пройдут в этом году с 27 июня по 2 июля в городе Благовещенске Амурской области. Надеемся попасть в призовую тройку на данных соревнованиях. Все взрослые спортсмены – это действующие сотрудники пожарных подразделений. И по их признанию, навыки, полученные при занятиях спортом, сильно помогают им в работе, особенно когда счет идет на секунды. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.